народным промыслом. Народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева отметила свое 60-летие, не скрывая возраста. В окружении коллег по сцене и благодарных зрителей, которые видят в ней сразу несколько образов – оперной певицы, эстрадной исполнительницы, педагога и наставника – юбилей прошел почти что в неформальной обстановке. Венера Ганеева достаточно просто общалась со зрителями, а перед началом вечера рассказала нашей телекомпании о еще об одном своем увлечении. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Вдруг заставила вспомнить то, что было давно. «Memories» Барбара Стрейзен, титульная ария из оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Кэтс», словно приглашение на вечер воспоминаний. Однако, как пропела когда-то Эдита Пьеха, нам рано жить воспоминаниями. Венера Ганеева это усвоила и продлила творческую деятельность, готовя в оперном театре новых молодых вокалистов для постижения рисунков сценических образов, которые когда-то показывала. Главное – оставаться собой. Естественность, органичность, и понимание того, что ты, какие слова пропеваешь, что ты хочешь донести. Конечно, это все должно быть осознанно. Любое движение, даже движение руки, головы, поворот. Свыше 30 лет работы в театре имени Джалиля и галереи запоминающихся образов, среди которых певица выделяет Травиату и Зайтуну Мавлюдову в опере «Любовь поэта». А когда-то и не думала, что посвятит себя вокальному искусству. Я ведь тоже вначале не любила оперу, а потом уже стала фанатом этого жанра и посвятила всю жизнь оперному искусству. Исполнитель партии Тукай Ахмед Агади вспомнил, как во время европейских гастролей Ганеева мастерски готовила перемичи и чпечмяки, а также рассказывала анекдоты. Это тоже надо уметь, кстати, надо быть тоже актером, актрисой, чтобы так рассказать, что вокруг тебя не плакали, а хохотали. Вот она очень много знает анекдотов, всегда может рассмешить. Это тоже очень важно, понимаете? Коллеги по театру и приглашенные солисты вместе со зрителями щедро искупали актрису в овациях. Это такое же волнительное чувство, как и скорейшее ожидание еще одной земной радости певицы, а именно работе на садовом участке. Мы живем своим домом, и там мне Камиль уделил кусок земли, говорит, вот сажай тебе. Вот. Я там по 300 кустов сажала, и его это очень, скажем, не очень радовало, потому что я там с утра начинаю копаться. Я вообще дома забываю, что я там звезда. Мне муж сразу на место поставил. Я дома простая татарская жена, хозяйка, которая убирается, моет, кушать готовит. И, в общем, но всегда ждет аплодисментов. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». О новостях